Ассаламу алейкум, дорогие телезрители! В эфире информационно-аналитическая программа «Неделя». В студии Асхаб Зазалаев и в начале выпуска коротко о главном. Чеченская республика – лидер по темпам реализации федерального проекта «Чистая страна». Об этом сообщили в ходе совещания главы Чеченской республики с Кабинетом министров. Мы идем на первом месте с показателем, у нас ликвидировано по состоянию на сегодняшний объект. Это 19 свалок и 28 объектов накопленного вреда. Большой мавлид в честь братства и единства чеченского и ингушского народов прошел в доме главы Чеченской республики. На религиозном мероприятии присутствовали богословы и мюриды из Ингушетии. Омикрон-штамм добрался и до Чеченской республики. Как уберечь себя и своих близких от новой мутации коронавируса? Омикрон, он стал, наверное, темой номер один в последнее время в мире. Но по своей сути это все равно, так или иначе, это разновидность коронавируса, который с нами уже более 2 лет. Глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата. Да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Адам Шахидов. Озгышло нюка балом хул, ям хул, тау хул, бух хул, фундамент хул, вошел ворт волш хули, от хусмуа шалах кадрак. Цукия пара бусубнаха, цан бус махтер бухам буа илчна саллаллаху алейхи вассалам, вошел ворт волшош, вошел гончи борш. Церкис мудон ажба илчна саллаллаху алейхи вассалам бусубне, хадир межи на цамежи лазиэлч. تعبيات حديث دقة يشوش ميجينا لا زيالك مثلا حون داقر حج حدرنجي دير لشدو 17 حدير ميجي تحقيل لا زيالش حدرنجي دير لشدو 17 حدير ميجي انشه دا الله تشوق بال تقرح ايش دا خص يترح دا الله خلق يترح تحكر دا الله اسكي برا По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего и совершением вирда. В доме Рамзана Хаджи Кадырова прочитали мавлид и совершили зикр. Собрались старейшины, богословы и мюриды шейха Иласхани. Да будет возвышена его святость Чеченской республики и Ингушетии. Религиозные мероприятия прошли в честь единства и братства между двумя народами. Ликвидация свалок, развитие промышленности и распространение омикрон-штамма. Эти и другие темы обсудили на совещании Рамзана Хаджи Кадырова с Кабинетом министров и главами районов. Руководитель региона поинтересовался у собравшихся итогами проделанной работы и обозначил предстоящие цели и задачи. Подробнее в следующем материале. На повестке совещания Рамзана Хаджи Кадырова с Кабинетом министров и главами районов широкий спектр вопросов. Одна из главных тем – ликвидация несанкционированных свалок в рамках федерального проекта «Чистая страна». В декабре прошлого года президент страны Владимир Путин поручил главам субъектов проконтролировать решение этой проблемы. В середине декабря прошлого года на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам наш президент Владимир Путин подчеркнул особую значимость ликвидации несанкционированных свалок для повышения экологического благополучия населения, а также развития строительной отрасли в стране, в том числе вопроса переселения из аварийного жилья. Президент дал поручение главным субъектам лично проконтролировать выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в рамках федерального проекта «Чистая страна». Наша республика участвует в этом нацпроекте с 2019 года. Реализация данного проекта играет очень важную роль в улучшении состояния экологической безопасности региона и страны, а также изменении условий жизни и труда всего населения. В сфере строительной отрасли в нашей республике ведется большая работа по строительству и вводу жилья. Решение вопроса переселения из аварийных домов в качественное жилье, создание социальных и других объектов. Дополнительно поручение президента по всем вопросам пройти следу и качественно массарил дигдон.
Итогами проделанной работы по ликвидации несанкционированных свалок в регионе Рамзан Хаджи Кадыров интересуется у министра природных ресурсов и окружающей среды. Саид Магомед Тимирханов отмечает, что у Чеченской Республики один из лучших результатов в стране. Мы на первом месте идем по количеству ликвидированных объектов накопленного вреда, по несанкционированным свалкам. И все объекты, которые были даже теоретически возможны для включения в нацпроект, по критериям, которые были ужесточены, там более четкие границы были поставлены по критериям для включения в национальный проект. Мы идем на первом месте с показателем, у нас ликвидировано по состоянию на сегодняшний объект, это 19 свалок и 28 объектов накопленного вреда. Возвращено было в оборот 157,3 гектара земель. Это и улучшена жизнь 249 тысяч человек населения. Глава республики также поручил решить вопрос с ликвидацией свалок, не включенных в федеральный проект «Чистая страна». У нас еще осталось включить в чистую страну 3 свалки, но это объекты 23-24 годов. Hoe is het? Ja, 23 год катил свалка и один выйдон или дон, из дон сейчас и выйдон, возможность ли дон и дай все последующим я другой. Объект 23 года это у нас 3 свалки, это у нас 2 свалки в городе Грозном и 1 свалка в городе Гудермес. Они проектируют Яшуиц. В мае месяце мы уже конкурсную заявку на общественное слушание Чакюэлю, на экспертизу заходим в этом году. А вообще имели дон срок поручения имели дон. По чистой стране 24 год. 24 но мы не будем ждать столько. А на 23 год чтобы они... А уж на он шует, свалки, что он 23 год качество, и что он на юстиамят, что он... На юстиамят, но еще там из 191 свалки, которые в чистой стране, они сейчас Ишларцабо, в отличие от единственного региона, который справляется с самого начала с чистой страной, по графикам идет, ни одного срыва не было. У нас это Чеченская Республика. У нас по графику... Проект Яшу, строим свалкам. Проект Яшу, проектная работа проводится. Если возможность, если найдешь строительной компании, щегр возительный последующим был бы 2022 год, Чеченская республика стала одним из первых регионов страны, где были созданы все условия для своевременного перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Муслим Зайпулаев. Разработана и утверждена вся необходимая нормативно-правовая база, установлены нормативы накопления твердых коммунальных отходов, отобран и приступил к работе региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, который осуществляет свою деятельность на всей территории Чеченской Республики с мая 2018 года. В работе по обращению с ТКО задействовано более 190 единиц спецтехники, оборудованной спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС и более 700 работников, грузчики, водители, контролеры и так далее. Регионального оператора ООО «Оникс». Размещение всего объема собранных ТКО производится на 6 полигонах Чеченской Республики, санкционированных полигонов, как раз таки на Воргюш, такое используют. На данный момент Ялгю, в последующем планируем это тоже уменьшать этот объем, где мы будем размещать. Это уже в последующем включенных в ГРО и расположенных в поселке Андреевская долина, город Грозный, Новый Салкушин, Наурского района, Гойты, Алхазурова, Урус-Мартановского района, город Гудермес и Шатой-Шатойского района. Объем собранных и транспортированных региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики ТКО за январь-декабрь 2021 года составил 1 936 056 4 метров кубических. Это 367 140 тонн. Динамика улучшения составляет 10-3%. То есть как раз таки что и ежедневно мы совместно с органами муниципальной власти проводим работу с населением, чтобы они формировали уже чтобы они выносили этот мусор и дальше уже забирали. Ну и, соответственно, за это, естественно, и оплачивали. На сегодняшний день тариф при расчете платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами регионального оператора
Используется предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, утвержденный решением правлением Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики на первое полугодие 2022 года в размере 419 рублей за кубический метр. На сегодняшний день средний тариф по России составляет порядка около 500 рублей. У нас опять-таки тариф тоже мы на сегодняшний день сдерживаем на таком оптимальном уровне для того, чтобы людям, потому что у нас и многочисленность, демографический рост, и учитывая то, что также Муслим Зайпулаев заявил, что Чеченская Республика – лидер по расселению аварийного жилья. Весь объем работы по этому вопросу, рассчитанный до 2005 года, выполнен досрочно. По расселению аварийного жилья мы досрочно завершили, по вашему поручению, весь объем, который был предусмотрен к расселению до 2025 года. Это 59 тысяч квадратных метров жилья. Это более 3 тысяч жителей, которые переселены в новое жилье. Уже сформирован перечень, новый перечень аварийного жилья на территории всей республики. Это 664 дома, 337 тысяч квадратных метров. Направили заявку в федеральный центр, уже рассматривается. Они уже ближайшие 25 миллиардов рассматривают. Уже к рассмотрению по сегодняшней информации порядка 11 миллиардов. Мы сегодня говорим о 17 миллиардах, которые мы претендуем для расселения всего объема аварийного жилья, который признан до 1 января 2021 года. И сформировать направить сюда, бешбол буде мало. Обращение, они с учетом этого ведется работа, рассчитываем на положительное качество. Прогноз, насколько вероятно решение этого вопроса, прогноз. С вашей помощью, полностью заберем, мы возьмем на себя все максимальные обязательства, то есть в кратчайшие сроки обязательств. Период в течение последующих 3 лет и программ я надеюсь, что однозначно мы все это осилим. То есть другого варианта у нас нет. По словам председателя правительства Чеченской Республики Муслима Хучиева, высокие результаты по решению вышеперечисленных проблем – это заслуга Рамзана Хаджи Кадырова, который уделяет пристальное внимание всем сферам жизни общества. Действительно, обращение Инчулда, один из первых субъектов по переселению аварийного жилья Хилевой, из 25 года программа Кейджаринца Юлина и Цачер Срившю, и Цундера и Хуснулин, а поручение Центра Арушка, он по 30-37 тысяч после 1 января 2017 года аварийный жилье выявлено. Из-за этого объем шуко субъект МИАЦ, который досрочно это выявил по всей России, мы один из первых. Там тоже встреча Инчул Телевон, там была эта поддержка оказана. И по поводу свалок, 33 свалок, 37 временное накопление вреда даякни. На самом деле национальный проект Юля чистая среда, Юлем программер, нет следов войны. По этой программе свалок десятками, даже превышающие объемы, которые выделены на Чеченской Республике, по нас проект «Чистая среда» выполнен и объем, в лидерах, и Россия, и программа Юля, в рамках программы «Нет следов войны» и Белых Моссу, Районшка, Аершка, Газшка, Бина, Тана, одни из чистых регионов России, поэтому мы сегодня можем с уверенностью сказать, что мы в лидерах по программе «Чистая среда». И по этой программе, я говорю, это только часть того, что было убрано под вашим руководством с помощью регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Глава республики напоминает, что 2022 год в регионе объявлен годом промышленности. В этой сфере нужно усилить работу. Проблем, год промышленности, такая вот и проблем, вот изначально инвестор корич, объект полностью, карту, дорожная карта, изрядован, лично каждый по объектам, лично заниматься, инвестор, кредит, основ по-любому,
конкретно развитие промышленности, основу хотя бы заложить еще конкретно, да, последующим, да, в начале экономики, да, полностью отца, за 90% зависит от федерального центра, да, вы вещь, да, плохо, да, мелла, да, внутри республики Бацабаха, да, вы дайма, да, на сегодняшний день Чеченская Республика – один из самых быстро развивающихся регионов страны. Здесь растущий поток туристов и перспективы для инвесторов. Регулярно открываются масштабные объекты. Еще во время их строительства были люди, которые скептически относились к этому. Однако время показало, что каждое решение руководства оказалось верным, отмечает Рамзан Хаджи Кадыров. 110 рабочих мест. 110 рабочих мест едоно, промышленности, сельское хозяйство, или башуляц, сега миллиардами ахшахтуах дизастон. Миллиардами ахшахтуах. А чуа уж тысячи рабочих мест юдон, и плюс дон, он чубош волнах дона, объекты хаусбош дона, туристами, это чубар бан сардон, докудон, вокруг елшел метя больше дон. Экономик мэйте, с адвокатом вокшдона, и за счет этого дона содержать их мэйте, он выйдет, арлать вюзен дона, хайштон, кейч регионшка, на духулк, вы чабучула бюльбелир, штук на беш, бюльшбек, и за проект тербан доша, тысячи рабочих меток юдастон, может эзердон, чуахюк и дополнительно вокруг этого дон объекта юдастон, дон, вы селан zu halen oude grozne situatie na jedoriat ueshiat uniadenigat mediahins pitidozne don gostinicu офисный центр забитый don так уешхлер необходимо схлер гушлух вен дастон Sunde don любой ма don за война don шитавизна ашужа хача аяка дазон sun хуя don вожил хунян хуя don ахдон ицхалч вожихлишат Вождь их лишаться. Сюда можно связан, вы сейчас боёбо, вы основу заложить, знаете, милхуд направление развивать еще что-то. Вы милхучу республики, государство, дон, инвестор, дон, вы взаимодействие еще что вы дон, вы центр, агейт умаду, вы еще завод, фабрика, милху башу лет, вы самый лучший, качественный, дон, новые технологии, дон. Вы что кирпич завод, вы сан технологии еще что, вы ечена, даже немцы хабака, сейчас лучше интенять, дон, эти технологии, дон. Бошак, дон, уже новые технологии, я лаю училом, что он с вами интересно работать, дон, реально что, дон, развиваться здесь гушту, потому что сотрудничество для бош, дон, да, санкции, школы, ковид, школы, от проблем, школы, да, хинц, конкретно, дон, кичем бы, совещание идет, совещание вы, дон, вы худорду, массара, вы мода, лотерду, вот один конкретный проект, он параллельно дон, киги дон, малый, средний дон, бизнес направление, худроруду, дон, ценотсхайвага и хайндучки пер, эльчи дата дон, а вы ошкет, моссовый махамель, вы ошкет, дон, яка бизнес делаешь, беш, вы боишь, беш, оштуах, каждый чё 100 рублей лежит, да, 1000 рублей, да, 100 тысяч, да, 100 миллионов долларов, миллиард, да, дон, может, дон, 100 учредителей, 200 вала, дон, цахаз, мощный дон, проект, дон, частный банк с кредит, совместно я, дон, мы с ней ходят, предложение, что юж, да, дон, сидят у нас полностью поддержка идет, На совещании затронули и тему распространения коронавирусной инфекции в регионе. В частности, стало известно о первом случае заражения омикрон-штаммом. Рамзан Хаджи Кадыров призывает жителей республики не поддаваться панике. Delta don, hins omikron hayok shudon, I hay en elchidon, shabik dirudon, заражение, сихулцен don, аде don, бош, нахтир богдастон. Омикрон don, обычный грипп, идас don, из хиллер don, из don, яржер don, чичуаха, don, дунян чуаха, да специалист, иддикду бох, und алису вож don, ковид, дельта, вытеснить или бо don. Так шиши, хала don, вы
دحال COVID-19 عليه يعني نتصودونه قريب ما تقدرش عني ده شايف جيموك شوش خوش راز دون تا قريب كيش تقوى تدستون أميكرون دونه تسنة دونه سيمتومش مرخش يخري مرچو عليه يوهر يتري دونه زم temperatur خلال دونه ندونس 10% av löke form och så. Sen det såna skier ut att det bara då är mer då is då moxbot kigis na är sig mer digdo där så det nachir ma bi där så då har du vad du bosch då na bara då så ta det snå allo ja så sim peribarel då gina då jag har sitt då så ماشي دون في دون ديوك اللي كان صار في كان شيء صار كان خدوا شو ما داس سند دون نحن دون جو دون سنجت بعبو دون أمريكا ولا نشطيش دون صوت دون مكشوش خليه هون خليه бош إيش دون مكش бош خلنا ده تو سمرتنس دون نمنوج نيجي يداس ويدول شو دون ويولامس دون دوكيو أبلنيش поступаешь بس كيس بداس دون Onda su poraženi lегких цехолют, омикрон редкий случай, su поражение легких ключ. И самый главный туда. Завершая встречу, глава республики пожелал всем здоровья и призвал пройти вакцинацию тех, кто еще не сделал ее. Абдулла Батаев, Ислам Али Султанов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Глава республики Рамзан Хаджи Кадыров принял участие в заседании Координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Встреча прошла в режиме видеоконференции. Главная тема – рост числа заразившихся новым штаммом омикрон. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поручил главам регионов мобилизовать силы и нарастить темпы тестирования населения на наличие инфекции. На конференции также подняли вопрос работы ковидных колл-центров в регионах. Успех борьбы с инфекцией на данном этапе зависит от обеспечения бесперебойной работы системы обязательного медицинского страхования и, конечно, первичного звена. Это ответственность региональных властей. Важное значение по-прежнему имеет профилактика и диагностика ковида. Нужно увеличить объемы тестирования. В условиях ухудшения ситуации необходимо нарастить производство тест-системы, исследования самого возбудителя, чтобы точно понять, с какими штаммами мы сталкиваемся чаще всего. Реализация плана – большая ответственная задача. Важно, чтобы все его мероприятия были выполнены в полном объеме с учетом складывающейся ситуации. На площади Минутка строится масштабный комплекс, который включает большую мечеть на 3000 молящихся и жилой комплекс на 160 квартир. Возведение находится на стадии железобетонных работ. Комплекс занимает около 18 тысяч квадратных метров. Здесь также будут детские игровые зоны, парки для отдыха и подземные парковки. Подробнее в нашем материале. Белоснежная мечеть в стиле святынь Самарканда и Бухары скоро примет около 3000 молящихся. Новая мечеть строится на площади Минутка. Это будет целый комплекс, который также включает многоэтажный дом. Общая площадь застройки более 18 тысяч квадратных метров. Объект обеспечен полностью строительными материалами. Это арматура, опалубка, строительные леса. Бетонная смесь поступает строго по графику, согласно наших заяв. Объект находится под пристальным вниманием главы республики. Минареты – одна из форм мусульманской архитектуры. Они придают особый эстетичный облик каждой мечети. Святыню на Минутке будут украшать 4 минарета. Высота каждой 51,5 метров. Всем рабочим сейчас хорошо работает. Объект закончен в срок, иншаллах. Площадь также будут включать наземные и подземные комнаты для омовения. Как только закончатся железобетонные работы, рабочие приступят к внутренней отделке и внешней облицовке. Украшать всю мечеть будет белый мрамор. Над возведением святыни трудятся около 100 рабочих. Одна из самых ответственных – работа стропольщика. Он дает команды крановщику, чтобы тот безопасно перемещал объекты на стройплощадке. Для особой надежности они общаются на отдельной линии рации. Моя обязанность зависит от башенных кранов. У нас объект получается большой, но автокраном мы не можем все работы успевать. Поэтому я управляю башенным краном. Оплавка поднимаем, чтобы людям было безопасно работать. За это я отвечаю. По рации я направляю башенный кран, куда что надо, я переподнимаю. Этот участок предназначен для заготовки фигурной опалубки. Здесь собираются шаблоны для арок, далее они поднимаются краном и отправляются на место, где идет стройка.
Минутка меняется быстрыми темпами. Ворота в центр города, так называют многофункциональный комплекс, возвели за короткий срок. Кольцевую украшает необычная конструкция с светодиодными экранами. Буквально все вокруг застраивается. Уже к концу этого года главным украшением площади станет и большая мечеть. Мухаммад Джамаллейла, Имран Абазаев и Ислам Алис Султанов. Неделя. В штате Мичиган городской совет полностью состоит из мусульман, а в Саудовской Аравии нашли древние склепы, которым больше 4500 лет. Об этих и других новостях из мира мусульман расскажет Элиза Тасуева в рубрике «Умма». На сегодняшний день в штате Мичигана городской совет состоит полностью из мусульманского сообщества. Городу Хемтремк более 100 лет и основные жители – представители иных конфессий. Мэр города Амир Галиб пообещал населению оживить городскую структуру и искоренить исламофобию. В Саудовской Аравии обнаружены целые склепы древних захоронений протяженностью в несколько сотен метров. Погребальные аллеи – именно так названо данное открытие. Принадлежит оно австралийским археологам. По оценке специалистов, кладбищу более 4500 лет. В одной из школ на юге Индии мусульманки вот уже несколько недель не могут посещать школьные занятия. По словам директора учебного заведения, на территории школы запрещается ношение хиджаба. Школьная администрация не собирается идти на уступки. Родители же пытаются добиться справедливости. Необычный способ наказания за воровство придумал имам мечети в Малайзии. Злоумышленник в наркотическом опьянении решил украсть ящик с пожертвованиями и спрятался в одном из помещений мечети. Найдя вора, глава святыни вместе с работниками решили проучить его в целях воспитания. Они уложили его на стол для омовения, омыли его и нанесли камфору. В таком виде и передали его в руки закона. Начать политическую карьеру с нападок на мусульман решил один из кандидатов на пост президента Франции Эрик Земмури. В 2020 году он уже был осужден за антиисламские высказывания в прямом эфире и оштрафован на 10 тысяч евро. На данный момент Эрик находится на свободе, и, судя по его выступлениям, он остался предан своим взглядам. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в наших социальных сетях. В Чеченской Республике зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. По словам экспертов, омикрон способен распространяться намного быстрее предыдущего дельта-штамма. Кроме того, заразиться новой формой инфекции могут переболевшие и вакцинированные. Так ли он опасен и готова ли система здравоохранения принимать новых пациентов, узнавала Хеда Саламова. Омикрон шагает по России. Врачи бьют тревогу. Новый штамм коронавируса не так уж и безобиден. От предыдущих вариантов он отличается быстрым распространением. По данным специалистов, один заболевший может одновременно заразить 7-8 человек, что оказывает значительную нагрузку на медицинские учреждения. Если вирус обладает значительно большей контагиозностью, это вызывает пиковые перегрузки. Летальность может быть ниже, но смертность может возрасти. Это будет зависеть от количества заболевших в одно и то же время. Пиковую нагрузку за счет абсолютного количества одновременно заболевших пациентов может случиться перегрузка системы здравоохранения. Омикрон значительно отличается от предыдущих вариантов. В его геноме ученые насчитали 5 десятков мутаций, каждая из которых может влиять на свойства вируса. О возможностях нового штамма коронавируса рассказала вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова. Она предполагает, что омикрон из-за высокой степени заразности может вытеснить предыдущие штаммы. Учитывая контагиозность этого штамма, по различным оценкам она составляет от 3 до 7 раз. Количество, естественно, будет расти, и постепенно, как это и происходит в других странах, штамм омикрон вытеснит доминирующий пока на территории Российской Федерации штамм дельта. В Чеченской Республике зарегистрирован первый случай заражения штаммом омикрон. Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике Рита Термулаева заявила в беседе с журналистами, что в регионе были выявлены больные с признаками омикрон штамма коронавируса. Материал, собранный у пациентов, был направлен в Ставропольский противочумный институт. Сейчас ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики. Управление Роспотребнадзора направило дополнительные рекомендации министерствам, ведомствам, главам администрации, мэрам городских округов, дополнительных мерах, которые необходимо ввести. Также мы обращаемся к населению
при возникновении малейших признаков ОРВИ обращаться за медицинской помощью. Хотя омикрон является менее тяжелым по сравнению с дельтой, особенно у вакцинированных, это не означает, что его следует относить к категории легких. В верхних дыхательных путях именно туда вирус попадает изначально. Омикрон размножается в 70 раз быстрее дельты и, соответственно, намного проще заражает окружающих. Об этом в ходе брифинга в Женеве рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Как и предыдущие варианты, омикрон приводит к госпитализации людей и к смертельным исходам. На самом деле, цунами случаев заражения настолько мощно и движется с такой скоростью, что приводит к перенапряжению систем здравоохранения во всем мире. Так какими все-таки симптомами отличается новый вид коронавируса и так ли он опасен, как предыдущие? Симптомы омикрона в целом похожи на те, что наблюдаются у других вариантов коронавируса и сезонных ОРВИ. По словам министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, новый штамм имеет особенности. Его инкубационный период составляет от 2 до 5 дней. По наблюдениям медиков, осложнения могут начаться на 3-й день после начала заболевания. Омикрон, он стал, наверное, темой номер 1 в последнее время в мире. Но по своей сути это все равно, так или иначе, это разновидность коронавируса, который с нами уже более 2 лет. Поэтому сказать, что уникальные именно для этого заболевания симптомы нет. Действительно, есть определенные отличия. Большинство заболевших штаммом омикрон, вызванным штаммом омикрон в России, так и за рубежом, имеют симптоматику такую, как головная боль, насморк, заложенность носа. Часто отмечается чихание, першение в горле, усталость. Часто, в том числе, и пациенты отмечают такое легкое состояние, специалисты его называют иногда продромальным, таким яркой клиники нет, но вот чувство, как будто бы человек заболевает. Особенно это часто встречается у пациентов, уже имеющих иммунитет и в легкой форме, как уже Анна Юрьевна говорила, возможно течение заболевания. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что продолжат изучать омикрон и обновлять информацию по этому штамму. Отмечается, что общий риск в отношении этого варианта коронавируса остается очень высоким, учитывая пандемическую ситуацию в целом и способность омикрона к стремительному распространению. А рекомендации все те же – вакцинация и ревакцинация, ношение масок и соблюдение социальной дистанции. В Грозном открылся новый ресторан Not One. Теперь любители морепродуктов смогут насладиться изысканными блюдами. Авторское меню от шефа, гармоничный дизайн и уютная атмосфера. Ресторан может принять сразу 200 человек. Проект профинансирован фондом имени шейха Заеда. Хеда Саламова расскажет подробнее. Средиземноморский ресторан Not One. Теперь в самом центре Грозного любители морепродуктов смогут насладиться интересными и авторскими блюдами, каждая из которых, как говорят здесь, подается с любовью. Последний штрих. Блюдо готово. С приготовления таких необычных блюд начинается день шеф-повара ресторана Мурада Арсламбекова. Любовь к готовке зародилась неожиданно. Устроился на работу по приглашению директора заведения. Чтобы иметь главное место на профессиональной кухне, искал вдохновение в разных городах России. Меню у меня авторское. Я его разрабатывал долгое время. Ездил в разные заведения Москвы. Я ездил в разные города, регионы, набираться идей. Это очередной проект, проинвестированный фондом имени шейха Заеда. Начальный капитал у владельца имелся, а для дополнительного финансирования обратился в фонд, где за короткий срок ему оказали необходимую поддержку. Фонд финансирует проекты с наценкой 6% в целом по приоритетным направлениям. Но у нас процент и выгода фонда, она невелика по сравнению с другими финансовыми институтами. У нас, в принципе, достаточно конкурентоспособные условия. Даже на примере данного проекта заявитель, его команда в целом подошла уже со своим портфолио уже реализованных успешно проектов, не только в частности в Чеченской Республике, но и в Центральной России, в связи с чем мы, собственно, и одобрили данный проект. Здесь все подобрано специфически, начиная с блюд и заканчивая дизайном ресторана. Ведь главное, чтобы посетитель чувствовал себя комфортно, говорит директор ресторана. Мы постарались
дать возможность нашим людям, имея в виду чеченскому населению, прикоснуться к тому, к чему они раньше не могли прикоснуться. А это, в частности, камчатские крабы, это лобстеры, это разного рода, разного вида устрицы, ханские, там, атлантические и так далее и тому подобное. Даже джевардо мы используем. Одна из самых дорогих и считается Роллс-Ройсом среди устриц. Это блюдо называется рамен. Его особенность заключается в том, что бульон к нему готовится заранее, от 7 до 12 дней. В состав входит говядина, которая томится в определенной температуре целых 5 часов. Продегустировав одно из авторских блюд, вспоминается момент из известного фильма. Однако морепродукты известны своей пользой для организма. Так или иначе, каждое блюдо в меню найдет своего любителя. Все потому, что команда ресторана объединила любовь к вкусной еде и к морю в одном месте. Хайда Саламова, Имран Абазаев, Ислам Али Султанов. Неделя. И на этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей. Адык Йолшу, Марш Ойл.